Приветствую всех зрителей телеканала «Якутия-24». С вами Марферина Алексеева в программе News on Air. Сейчас в Якутии самый пик расцветания подснежников. На якутском языке их называют ниргугун. Это также означает, что сейчас самая пора сбора березового сока. Сегодня в программе мы покажем, как правильно собирать березовый сок, а также как приготовить традиционный утиный суп. Давайте же приступим. Специально для зрителей News on Air я съездила в такое место, где, как говорят местные жители, самый вкусный и обильный сбор березового сока. О пользе этого напитка слагают легенды. Березовый сок смело можно назвать самым богатым на минералы и витамины. Если вы желаете насладиться этим прекрасным напитком, можете собрать его самостоятельно. Главное знать, когда, где и как его собирать. Село Еланка. Самая прекрасная пора, красивая, потому что пора ледохода. Поздняя весна. Время собирать березовый сок. В последние годы здесь активно развивается туристическое направление, что вовсе не удивительно, так как здесь село, расположенное прямо на берегу реки Леды. Да, и сейчас мы хотим вам показать, что помимо рыбалки, охоты и просто красивых пейзажей, еще можно собирать березовый сок, который здесь удивительно, но очень хорошо набирается, и у него есть такой очень сладкий привкус. Я познакомлю вас сегодня с Игорем Владимировичем. Игорь Владимирович уже на протяжении многих лет собирает березовый сок и делает из него квас. И сейчас вы нам проведете мастер-класс о том, как это делается. Давайте пройдем. Попробуем. Игорь Владимирович, раскройте нам секрет. Как собирать березовый сок? Я, как человек северный, никогда в жизни этого не видела, что, наверное, интересно, да, для многих жителей Якутии. Я, кстати, отметила, что здесь очень толстые березы. Ну, мы же, во-первых, здесь южнее находимся, чем тот Якутск даже. Поэтому они растут здесь значительно лучше. Вот видите, какие они просто красавицы. Толстые очень, вот прям. Ну, это вот именно вот сок нужно брать, это вот минимум, чтобы размер вот такой был. Начинается сбор сока, по идее, когда вылазит подснежник. И тогда уже можно брать сок. Берется вот он очень просто. Ну, я вам сейчас, наверное, пойдем вот эту бутылочку поставим на другую березку. Что, пойдемте сразу? Давайте, конечно. На что нужно обращать внимание при выборе березки для сбора сока? Ну, во-первых, размер, как я сказал, и со старой идти сильно не будет. Ну, чтобы вот она молодая, береста, чтобы белая была совсем. И потом, это зависит от высоты установки самого, вот видите, вот в том году не убрал. Обычно убираю. То есть нужно ставить ниже? Да, на высоте колена обычно это делать. Но мы сейчас по-современному делаем, поэтому при помощи шуруповерта. Ну, диаметр 20 сантиметров, да? И, березы, да. Вот, диаметр березки 20 сантиметров. 20 Это минимум. сантиметров, минимум, да. А, что береза была белая, вы сказали? Белые обязательно. Дырявин на уровне Ну, колена. высота колена примерно, да. Это вот так вот. Вот, это примерно сантиметра 3, да? Нет, 2. 2, да? 2, 1,5. Это капельница простая. В аптеке куплена. И вот чуть-чуть воткнули, потом немножко отодвинули ее, чтобы она не упиралась так. Вот видите, я до конца пихаю, вот она уже перестает идти. А чуть-чуть отодвигаю, и уже идет во все. То есть не до упора. Не до упора, да. Вот, и 5-литровая. Скажите, за какое время вот наполнится такая 5-литровая? Здесь даже 3 литра, да? Нет, это 5 литров, да? Ну, сутки, часов может быть 30. Скажите, вот что влияет на вкус? Вот мы ранее с вами разговаривали о том, что бывают года, когда сок прям сладкий-сладкий, а бывает, когда не очень, да? Вот в этом году как? Ну, в этом году не очень, потому что весна холодная совсем. Зависит от весны, конечно, это самое. Если теплая ранняя весна, и подснежники они раньше выходят, это самое,
И тогда очень сладкий сок получается. Как думаете, что влияет на сок? Ну, во-первых, почва, мне кажется. Ну, плодородная сама по себе, она... Картошка, знаете, какая вкусная? Еланская картошка для меня самая вкусная. Есть какой-то сорт или? Нет, обыкновенную картошку садишь, но просто вот именно структура земли самой, вот этой суглинки, она ужасно вкусная получается, потому что здесь она не как пух земля такая, а туда и воздух попадает, и все там как кусочками такая она, крупными кусками. Ну, то, что на берегу тоже. Да, конечно. То, что от реки прямо все идет, это... Все, наверное, знают о том, что березовый сок славится своими свойствами. Известны ли вам такие свойства? Ну да, конечно. Ну я вот, допустим, утром просыпаюсь, сразу кружку сока выпиваю. И у меня супруга также. Супруга у меня очень активно пьет его вообще. На литра 3 за день выпивает только так. И, ну вот, у кого, допустим, больные почки или что, это очень хорошо, потому что как мочегонное очень. Как очищающий. Да, как очищающее. Ага. Я предлагаю сейчас и нам попробовать. Давайте сок. пойдемте. Давайте пройдем к вашим местам, вот где вы его вчера ставили сок. Пойдемте попробуем. И в это же время мы немножко дальше продолжим. Хорошо, очищающие свойства. Еще что здесь? Замораживают многие женщины березовый сок, и потом просто кубиками льда протирают лицо. Он как омолаживающий эффект идет тоже. А что вы делаете с березовым соком? Вот вы его собрали, и пьете прямо здесь сейчас или как-то... Ну и здесь и сейчас пьем, и квас делаем из него. Очень вкусный квас получается. Вот отсюда немножко поподробнее. Что за квас? И как долго его делают? Ну, квас делается очень просто. Вот на литр березового сока 5-10 изюминок, желательно черного цвета. Потом черный хлеб. Черный хлеб обжечь надо до углей буквально, чтобы сверху черное-черное было. И 1,5-2 ложки сахара. И стоит это дело 2-3 недели. Ну, зависит от погоды, конечно. Если чем теплее, тем быстрее приготовится. А потом храниться он может очень долго. Ну, вот я нынче вот это вот отнесу и 40 литров сока, кваса поставлю. Это вы набрали в этом сезоне 40 литров? Да, ну вот за неделю. И все вот на назад. этой местности? Да, вот только из этих. В принципе, с одной березы до 70 литров собирать без проблем. И это и не вредит ни дереву, ничего. Хорошо, но я смотрю, у нас здесь очень прям такой хороший Так, ну давайте сейчас попробуем. Ага. сбор, да? У нас прям очень хороший. Здесь стоит 3 березы Так, держите кружечку. в одном месте. 3 5-литровые бутылки. Штучки. Ух ты, прям полные-полные. Вот так вот. Подождите, чуть-чуть садись. Сейчас прохладит. Я уже не помню, когда я в последний раз пила березовый сок. Это было в далеком детстве. Ух ты, он такой прохладный. Сладенький немножко. Сладенький, Очень конечно. вкусно. Вкус такой, будто бы свежая вода, прохладная, немножко сахара. И даже я чувствую вкус травы, да? Ну да, вот Да, ага. такой травяной слегка. Тайгой пахнет немножко. Ага. Хвоя. Кстати, вот, может быть, из-за этого. Ну да, может быть, да. Лучше всего и собирать-то его, вот когда смешанный лес. У Освежает. него насыщенный вкус такой получается. До последней капли. Вкусно, да? Очень вкусно. Удивительно. Это естественное, можно сказать, нектарин витаминизированный. Отфильтровано все. Отфильтровано, да. Естественный Просто фильтр, это все такое. Ничто не заменит, мне кажется, на свете, да. Единственное, что у него он долго не живет так вот это самое, в таком в бутылочном состоянии. Он максимум хранится, ну, неделя-полторы. Ну, такой сезонный напиток. Да. То есть ним можно Его довольствоваться надо именно только именно весной.
Вот и все. Поэтому вы делаете квас, Да. чтобы оно подольше стояло. Квас, да. И еще тоже, я смотрю, здесь колышки. То есть Ну после того... это после того, как это самое использовали, это самое, чтобы дерево быстрее пришло в состояние свое, нужно это самое, обычно берешь глину немножко, мазанул и забил колышек небольшой. Ну, веточку обыкновенную. И оно нормально уже. На следующий год ничего страшного. Я сколько лет уже с этих берез беру? Года 3-4 с этих берез только беру. Подведем итог, что для того, чтобы собрать сок, не причиняя березе вреда, природе, нужно выбирать березу диаметром минимум 20 Да, сантиметров. вы 20, сказали. ну, Она 18. должна быть побелее. Да. Из такой березы мы можем собрать 70. Ну, литров 70. И это не причинит вреда особого ей, ничего. Нормально. Дырочку нужно делать на уровне колена. Да, примерно на уровне колена, чуть выше можно. Ну, сантиметров 50 это, грубо говоря, И вглубь получается. сантиметра 2,5. Сантиметра 2, 1,5-2 сантиметра засверливаешь, потом это самое, немножко вытаскиваешь трубочку обратно к кемере. Ну что ж, дорогие телезрители, благодаря Игорю Владимировичу, спасибо вам большое. Мы сегодня узнали о том, как правильно набирать березовый сок. А на этом наш выпуск подошел к концу. Сейчас я представляю вашему вниманию прекрасные виды вечернего ледохода на реке Лена у села Еланка. До новых встреч в эфире!